Минашайтанраджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил алямин. Вассалату вассаляму аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмаин. Уважаемые президиум, уважаемые участники сегодняшней презентации, всех мы рады видеть вас в стенах Московского исламского института и приветствовать лучшим приветствием ислама. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Этот 2023 год у нас начался под знаком празднования 200-летия выдающегося теолога, педагога, просветителя, уроженца Нижегородчины Хусаина Фаизханова, который внес свой огромный вклад в развитие теологии, в развитие востоковедения и тюркологии. И сегодня вашему вниманию будет представлено учебное пособие, авторами которого является имам хатыб Московской соборной мечети, а также соискатель Московского исламского института на степень кандидата теологии Дамир Хазрат Зайнуддинов, а также преподаватель курсов по основам ислама и правилам чтения Корана Гульнас Ханум Закирова. Надо сказать, что вот это учебное пособие, которое выходит под серией Ислах Аль-Мадарис, Аль-Манхадж Аль-Джадид, то есть реформа мадресе, новый курс, это одно из учебных пособий, которые выходят в рамках линейки этих пособий для мадресе, для высших учебных заведений. Также хочу сказать, что в рамках этой серии уже свет увидел учебное пособие муфти шейха Равиля Гайнуддина, который называется «Нравственность. Основы исламской добродетели», а также свет увидел работу ректора Московского исламского института, доктора теологии Дамира Мухиддинова «Собрание работ в 3 томах». И для официального открытия нашего мероприятия я хотел бы передать слово ректору Московского исламского института, директору Центра исламских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, профессору Дамиру Хазрату Мухиддинову. Так, не слышно. У нас звук может быть. Микрофон без звука еще. Справа у вас микрофон выключен, справа, внизу. Нет, где время и дата написано так. Ну, микрофон не включен. Нет, звук нет. Телевизор еще может прибавить. Нет, столько сделать. Так. Вот сейчас слышно хорошо, да. О, сейчас слышно. Тогда группы 2. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулилля. Вассаляту аля расулилля. Глубоко уважаемые участники сегодняшней презентации, наши коллеги, которые присоединились из разных городов нашей страны, позвольте всех вас сердечно поприветствовать. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. И, конечно, поздравить непосредственно авторов и всех, в принципе, российских мусульман, и всех тех, кто изучает Коран, изучает таджвид, науку таджвид, с выходом этой прекрасной работы, этой книги. Я, как человек, который выступил в качестве непосредственного редактора данного труда, и человека, который отвечает за серию реформы медресе «Новый курс» Ислах Мадарис Аль-Манхадж Аль-Джадид, хотел бы сказать буквально несколько слов. Конечно, это слова благодарности авторам. Наш Хазрат Дамирджан Хазрат и Гульнас Накиповна провели колоссальную работу, потому что действительно большой материал был переработан, переосмыслен тех поколений, которые последние столетия имели уже работы в области таджвида. И, конечно, здесь объединен опыт мусульманских наших ученых, специалистов в области таджвида,
И поэтому такая коллаборация, такое сочетание, синтез опыта российской теологической мысли и зарубежных коронавических центров представлен в этом проекте. Отдельные слова благодарности нашему уважаемому профессору, доктору филологических наук Олегу Ивановичу Редькину и кандидату филологических наук Фариду Хазрату Гараеву. Они выступили рецензентами этой книги, а мы всегда в издательском доме Медина стараемся, чтобы рецензии, книги, которые мы отдаем на рецензии, они носили не условный, не номинальный характер. И всегда подыскиваем лучших специалистов в нашей стране, представителей научной, академической школы и представителей религиозных учебных заведений, которые... Новые учебные методы. Пожалуйста, микрофон вы отключите, кто вслух говорит. И чтобы именно профессиональной была рецензия. Вот Олег Иванович Редькин дал позитивную рецензию на эту работу, но обратил на слабые места. И вот после того, как наши имамы, которым мы показали также эту работу, они как практики, педагоги в практике работают и в школах, и в медресе, и в мектебе. И для нас очень было важно найти вот те слабые места, которые столь огромный, колоссальный труд, но в какой-то степени умалили бы его достоинство. И поэтому в течение целых 3 лет мы непосредственно занимались редактурой данного труда. Мы все с вами понимаем, что 3 года ждать, находиться в таком подвешенном состоянии, в ожидании, но когда же мой труд издадут, шайтан делает васваса, понятно, у тебя сразу много мыслей, возможно, у них нету финансов, наверное, они не хотят издать, что-то им не понравилось, и вот шайтан васваса делает. На самом деле, вот непосредственно наши ответственные редактора серии, вот среди них также принимает участие Саид Мухаммад Абубакаров, это наш выпускник Санкт-Петербургского университета, Восточного факультета, он с отличием буквально недавно защитил свою магистерскую работу, вот также присоединился и уже до конца вычитывал огромные мелкие детали. Понимаете, не когда ты говоришь там мелкие детали, на самом деле, когда их число за несколько тысяч правок, вы понимаете, что какая работа, в принципе, была проделана. Поэтому спасибо еще раз Олегу Ивановичу. У нас Ольга Берникова принимает участие, уважаемые наши ученые из Санкт-Петербурга. Прошу передать слова признательности, что благодаря вот вашей рецензии вы указали на слабые стороны, недоработанные стороны. Мы их постарались довести до ума, чтобы они действительно, книга была столь прекрасной, столь качественной. Поэтому, дорогие мои, вот я как сам тоже педагог с 30-летним стажем, и в сельской области преподавал у наших детишек в медресе, в мектебе, и в университетах, и в медресе. Хочу сказать, что действительно эта книга должна быть настольной книгой. И вот тем первым счастливчикам мусульманам, которым уже я смог презентовать эту книгу, они огромные позитивные эмоции, не просто слова благодарности, а эмоции высказывали, как прекрасно работать с этим трудом. Поэтому еще раз хочу поздравить уважаемых авторов за их огромный, колоссальный проделанный труд. Надеюсь, что это просто очередное достижение, очередная победа, очередная книга у наших молодых авторов, что они продолжат направление короноведения, исследований в области короноведения и таджвида. Ну и буквально несколько слов. Конечно, таджвид – это очень значимая наука. Мы всегда обращаем внимание на то, чтобы в наших высших и средних образовательных учебных заведениях учили действительно вот Коран преподавать на высоком уровне. Вот у нас уважаемый шейх из Казани Ибрагим Хазрат Сабиров принимает участие, который представляет международную организацию по заучиванию Корана. Он всегда принимает участие в тех или иных областных конкурсах Корана. И, конечно, мы нуждаемся в создании такой профессиональной школы хафизут Коран. Людей, которые и заучивают Коран наизусть от начала до конца, и тех, которые имеют прекрасную тиляву, рецитацию Корана, и именно грамотно, на высоком профессиональном уровне, в соответствии со всей
фонетики арабского языка, в соответствии с теми школами, которые сложились в мусульманском мире. А мы знаем, что вот Зиря Ханум Акзамовна, думаю, также принимает участие. Вот она неоднократно выступала по теме макамов. Какие макамы сложились в Маверанахарской школе в Бухаре, в Самарканде, школа Кариев в Египте, Аль-Кагира, непосредственно школа в Дамаске. И вот, конечно, нам, российским мусульманам, важно формировать свой стиль, свой уникальный стиль. Поэтому вот эта книга, она такой вклад для будущих поколений, для детей, для молодого поколения, которые еще, может быть, себя не мыслят будущими кариями, чтецами Корана, знатоками Корана, но влюбившись в эту работу, они влюбятся в Коран и захотят посвятить свою жизнь служению исламу и служению мусульманам. Поэтому еще раз всем огромная признательность, благодарность рецензентам, авторам и, конечно, нашим спонсорам. А спонсором нашим выступила фонд поддержки исламской культуры, науки и образования, которая профинансировала этот проект. Поэтому, если представители фонда принимают участие, прошу еще раз руководству передать слова благодарности за поддержание этого проекта. Надеемся, что тираж в ближайшее время будет роздан, или его будут продавать в специализированных магазинах, и будем стараться к тому, чтобы готовить второе издание. Прошу всех вас критически ознакомиться с данным изданием, именно критически направить какие-либо шероховатости, дополнения, предложения авторам и редакционной нашему комиссии, редколлегии, чтобы мы учли при подготовке нового издания данного труда. Видите, как банально, только презентацию проводим, а уже говорим о следующем издании. Вот таково оно издательское дело. По-другому оно жить не может. Спасибо за внимание, не буду отнимать ваше время. Благодарим Дамир Хазрата за приветствие, за вступительные слова. Я хотел бы также поприветствовать всех участников, которые принимают участие в нашей сегодняшней презентации в формате онлайн. Это представители различных учебных заведений России, как уже было сказано уважаемым Дамир Хазратом. Это и директора мадресе, которые входят в состав Духовного управления мусульман Российской Федерации. Это и Российский исламский институт города Казани, это и Булгарская исламская академия. А также их приветствуем сегодня на этой презентации. Я также хотел бы передать слово для приветствия и, может быть, комментариев нашему давнему другу Владимиру Васильевичу Лебедеву, заместителю заведующего кафедрой арабской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидату филологических наук. Вам слово, пожалуйста, для приветствия, для, может, вашего представления. Я почему первым дал слово Владимиру Васильевичу, потому что он долгое время преподавал в нашем институте арабский язык и считается в России одним из ведущих специалистов арабского языка, а таджвид, он связан, конечно же, непосредственно с этим языком. Поэтому, уважаемый профессор, вам слово. Спасибо большое за оказанную мне честь присутствовать на этом мероприятии. Позвольте прежде всего поздравить всех, благодаря этому появилось вот это сочинение, прежде всего авторов и всех, кто причастен к выходу в свет. Мы сейчас слышали, как это трудоемко происходило. Всех поздравить, вот пока в данный момент это финальный этап. Еще, оказывается, ожидают новые шаги по переизданию. Но вот мы пока я от души поздравляю вас. Желаю вам всего-всего самого доброго в этом отношении. Здесь, насколько я понимаю, есть и студенты, и будущие преподаватели, и будущие служители. Им я желаю непосредственно извлечь максимум пользы из того, что они имеют сейчас, а в будущем вы будете заниматься тем же самым, и дай Бог вам помощи во всем. Спасибо большое за
внимание. Тогда, если будет возможность, я уже по существу, может быть, что-то. Да, благодарю вас, Владимир Васильевич. Я думаю, что мы с вами поступим в отношении нашей работы, нашей презентации таким образом. Сейчас мы дадим приветственные слова, в том числе представителям, которые сегодня с нами участвуют в формате онлайн. Потом мы дадим слово рецензентам учебного пособия и уже непосредственно потом авторам учебного пособия. И у всех присутствующих, как в формате очного, так и заочного участия, будет возможность задать какие-то вопросы, какие-то свои реплики вставить и сделать некие комментарии. Я также, уважаемые коллеги, с радостью передаю слово доценту кафедры арабской филологии Санкт-Петербургского государственного университета, кандидату филологических наук Берниковой Ольге Александровне. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. В первую очередь я хочу поблагодарить организаторов за приглашение принять участие в этом интересном и очень важном мероприятии. И, безусловно, поздравить авторов этого труда, колоссальных, на самом деле, изданий, трехтомника, за действительно очень важную работу. Дамир Ваисович уже сказал в своем вступительном слове, что на самом деле здесь значимость этой работы, она не только носит практический характер, методический, но и научный, потому что те основы, которые изложены в работе, они являются предметом для наших дальнейших дискуссий в ходе семинаров, мероприятий, посвященных не только изучению и преподаванию языка Корана, но и в целом арабского языка в самом широком смысле этого слова. И, на мой взгляд, я, к сожалению, не могла еще детально ознакомиться с содержанием всех трех томов, но беглый просмотр, беглое изучение позволяет сказать, что эта работа действительно может быть использована или фрагментарно в преподавании не только в исламских образовательных организациях, но и во всех вузах, других учебных заведениях, в которых ведется преподавание арабского языка. В этой связи еще раз большое поздравление авторам пособия и всем, кто имел к этому отношение. Кроме того, я хотела передать слова приветствия презентации, следующему мероприятию и пособие от Олега Ивановича Редькина. К сожалению, он в настоящий момент, или не к сожалению, но он находится в командировке и, к сожалению, не может принять участие сегодня в презентации. Но Олег Иванович передавал наилучшие пожелания и Московскому исламскому институту, и всем коллегам, которые сегодня участвуют, и поддержал, безусловно, использование данного учебного пособия в самых широких направлениях научно-педагогической деятельности. Еще раз большое спасибо вам за возможность выступить и всяческих успехов. Спасибо. Благодарим вас, уважаемая Ольга Александровна. И также бы хотелось передать слово нашим рецензентам. С нами присутствует Фарид Хазрат Гараев. Фарид Хазрат, пожалуйста, вам слово. Ассаламу алейкум, ва баракату. Слышно меня? Да, вас слышно. Да, слышно, да. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас приветствовать. И прежде всего, позвольте поблагодарить и поздравить прежде всего авторов данного пособия Жамедян Хазрата и Гунасама, а также издательский дом Медина, а также Московский исламский институт. Я думаю, это наш общий труд. И очень знаменательно, что презентация этой книги именно состоялась и сейчас проходит в стенах Московского исламского института и с привлечением наилучших специалистов в области таджвид. Прежде всего, данный труд, как Дамир Хазрат сказал, да, возможно, занял буквально 3 года. Даже получается этап уже издания. Я
больше знаком даже именно на этапе составления, либо даже когда уже книга имела немножко другие форматы, удалось поучаствовать и в других более критическими замечаниями, возможно, некоторыми пожеланиями еще на этапе составления данной книги. И очень рад, что книга сейчас издалась, и издалась прежде всего. Данное пособие было издано именно в издательском доме Медина, так как там, где издаются исламские, мусульманские книги, и также в сфере, прежде всего, исламского образования, как Дамир Хазрат отметил, что наши имамы уже участвовали в апробировании данного пособия и получили наилучшие результаты. И позвольте отметить о том, что Гульнас Ханым тоже, будучи студенткой Московского исламского института, тоже и писала и курсовые работы по этой книге, и сама же на курсах апробировала данный труд, но тем не менее, чем больше людей были вовлечены в процесс подготовки этой книги, тем мы это как раз хочу отметить, что получаем наилучший результат. Так как прежде всего авторы, они не постесняли, они обратились к широкому кругу специалистов, работающих в области преподавания исламских дисциплин, преподавания таджвида, преподавания арабского языка. Они собирали и анализировали не только труды, но и также труды и опыт тех преподавателей, которые работают на данный момент на благо как раз развития исламского образования. И из их уст они получали живые рекомендации, актуальные рекомендации. Поэтому, прежде всего, хочется их поблагодарить даже за то, что они не постеснялись обратиться к широкому кругу и были очень рады к различного рода советам, наставлениям. И по своему опыту взаимодействия с авторами могу сказать, что они были очень открыты и принимали очень открыто любые замечания и тут же поправляли. И я очень рад, что книга сейчас именно вот имеет такую форму, несмотря на то, что авторы взяли за основу труд татарского богослова Ахмадхади Махсуди, Муалим Сани, да, но представляете, как в медресе, именно вот эта тоненькая книжка Муалим Сани, и из этой книги, буквально перечерпав весь опыт преподавания таджвида не только на нашем, так скажем, российском масштабе, да, а также на мировом масштабе все известные методы, методологии, книги по преподаванию таджвид, все это проанализировав, они постарались именно внести самые лучшие их стороны в данный методический комплекс, а также все рецензенты, все редактора, все, которые вычитывали, все также, которые люди уже апробировали, применяли данные учебники в преподавании, они в то же время тоже уже внесли свои замечания, и все это только на благо улучшения. Несмотря на то, что мы говорим, что, например, Ахмадхади Махсуди, какая тоненькая книга, и как из этой книги сейчас уже получилось три огромных тома, поэтому на самом деле это огромный труд, уже который имеет, несмотря на то, что мы говорим, что старые методы, которые применялись в наших медресе и мектебах еще до революционное время, потом уже новые методологии, которые уже и зарубежные, и современные, все это гармонично они сочетали как традиции прошлого, но и новые современные технологии. Вот эти QR-коды, я помню, как мы в таком рабочем совещании с Дамирджан Хазратом и с Гульнас Ханым думали, как же можно вот это все выразить, и вот как раз пришли к мнению, что неплохо было бы QR-коды исполнить. И вот эти, используя новейшие технологии, позволяет писать диктанты,
слушать фонограммы, смотреть презентации учебного комплекса и также использовать этот методический комплекс в качестве электронного ресурса для дистанционного обучения Корану и также таджвиду. Особенно поэтому приятно, что данный труд имеет большое количество упражнений, заданий, проверочных работ, таблиц, рисунков. Это все способствует закреплению как полученных знаний, также закреплению тех навыков, которые уже получают ученики, обучающиеся студенты во время занятий. Главная проблема нашего преподавания именно таджвида – это когда ученики в основном вроде бы все понимают во время занятий, после занятий, во время, например, сессии, есть заочное обучение, либо вечернее обучение, потом со временем, к сожалению, забывают. А вот благодаря многочисленным упражнениям, многочисленным различным формам этих же самых упражнений и возможности, что есть фонограммы, есть возможность послушать, как это все правильно звучит, вместе рядом с очень доступным объяснением правил, грамматики, произношения, то это, несомненно, огромный труд, и наличие рабочей тетради тоже огромный плюс этого труда. Поэтому об этих 3 томах этого учебного пособия можно было бы говорить долго. Я думаю, еще будут писаться и кандидатские работы, и докторские работы, будут изучаться эти труды в дальнейшем. Авторов еще раз поздравляю и желаю, чтобы они не останавливались, продолжали на этом поприще. И данный труд также как помогает при освоении науки таджвид. А мы знаем, что таджвид это вот как раз образован от арабского глагола джаввада, имеющий значение, что улучшать, повышать качество, также читать Коран на распев. Именно хочется сказать, что именно по данному труду уже как раз этот труд и таджвид, и как джаввада, хочется сказать, что это такой повышенный труд именно с повышенным качеством, со знаком качества, улучшенный на улучшенный. Естественно, если будут какие-то еще замечания, а замечания, я думаю, все равно будут открыты и авторы, и издательства к улучшению. И надеемся, что с этим у нас начнется еще наилучшее изучение исламских наук и Корана в том числе. И желаю успехов как обучающимся, так и преподавателям. И данный труд гораздо облегчит именно преподавание Корана, таджвида и арабского языка в том числе, и других исламских наук. Всем огромное спасибо. Благодарим, уважаемый Фаид Хазрат, за ваш комментарий, за вашу рецензию. Действительно, вы сказали, что это учебное пособие, оно оснащено современными методологиями, методами, и об этом авторы этого учебного пособия еще подробнее скажут. Помнится, когда был у нас ковид, мы все показывали QR-коды о наличии у нас вакцинации. А сейчас, альхамдулиллах, мы можем пользоваться этими QR-кодами для того, чтобы более подробнее узнавать о такой науке, как таджвид, и, соответственно, использовать современные технологии для изучения этой науки. Уважаемые коллеги, я также с радостью готов передать слово еще одному нашему рецензенту, декану факультета теологии Московского исламского института Руслану Хазрату Байшеву. Руслан Хазрат, вы с нами? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Слышно меня? Да, вас слышно. Слышно, но не видно. Да, слушаю. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах, вассаляму аля набийина Мухаммаду ва аля алихи ва аджмаин. Уважаемый президиум, уважаемый Дамир Хазрат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем гостям. Альхамдулиллах, я очень рад сегодня за авторов
видно, что вышла у них такая хорошая книга, хороший труд. Я надеюсь, это будет таким, можно сказать, первым шагом для обновления науки таджвида, так как авторы, как уже было сказано, используют разные новые методы обучения, естественно. Такие методы, они лучше помогают освоить предмет таджвида, так как я сам являюсь поклонителем Корана. Несомненно, я много замечал, что студенты очень часто сталкиваются с различными проблемами, особенно это связано с произношением. И поэтому, я думаю, тот метод, эти методы, которые использовали авторы данной книги, они будут помогать студентам лучше освоить предмет таджвида. И, естественно, использование данной книги на уроках преподавания таджвида, естественно, будет также помогать и преподавателям, потому что в этой книге есть очень много информации, очень много разных нюансов, которые, естественно, будут помогать преподавателям как вузов, также и мадраса. И еще раз хочу поздравить авторов и пожелать им всех благ и удачи. Рахмат Руслан Хаджат, благодарим вас за ваше выступление и рецензию. Ну и также перед тем, как передать слово авторам учебного пособия, я хотел бы обратить наше внимание на небольшой стеллаж, где представлены учебные пособия по таджвиду, которые в разное время выходили в России. И тут уже было сказано, что многие из этих пособий, наверное, большинство, если не все эти пособия, они основаны так или иначе на пособии Муаллим Сами. Вот, пожалуйста, вы можете видеть эволюцию, наверное, выхода в свет учебных пособий по таджвиду. Ну и теперь передаем слово непосредственно авторам. Первому слово передается Дамиру Хазрату Зайнуддинову. Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму расулилля. Уважаемые коллеги, студенты и гости, мы рады видеть вас на презентации учебно-методического комплекса «Новый метод преподавания таджвида». Хотим выразить благодарность издателям книг, организаторам мероприятия, шейху муфтию Равиль Хазрату Гайнуддину, его первому заместителю, ректору Московского исламского института, доктору теологических наук Дамир Хазрату Мухиддинову, директору издательского дома Медина Ильдар Хазрату Нуриманову, его команде, заместителю председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации по делам образования и науки, проректору по научной работе Московского исламского института Ринат Хазрату Исламову. Это труд, он выполнен командой. Один человек такого достичь никак не мог бы. И сегодня, иншаллах, мы познакомим вас с этим комплексом, и в конце вы сможете задавать свои вопросы. Для начала хотелось бы, чтобы презентация была на экране. Для начала познакомим вас с авторами. Меня зовут Зайнуддинов Дамирджан, и по милости Всевышнего я являюсь выпускником гуманитарно-теологического института и педагогического факультета отделения арабского языка при одном из старейших в мире заведений Международного университета Аль-Азхар. Светское образование я получил в Татарском гуманитарно-педагогическом университете, факультете востоковедения в городе Казань.
На данный момент является искателем научной степени по исторической теологии в Московском исламском институте, в стенах которого мы находимся. Большой честью для меня является служить имам-хатыбом в Московской соборной мечети. Уже 19 лет у меня есть стаж преподавания, 10 лет, которые прошли в Российском исламском институте в городе Казань и 9 лет в Московском исламском колледже в Москве. Эта работа является соавторской вместе с моей супругой, которая сидит рядом со мной. Зовут ее Закирова Гульнас Ханум. Она выпускница Казанского высшего мусульманского медресе Мухаммадия по направлению исламский шариат и арабский язык. Светское образование она получила в Казанском федеральном университете на факультете татарской филологии и истории, а также в Российском исламском институте по направлению теология в городе Казань. Моя супруга имеет 9-летний стаж преподавания на курсах по основам ислама и правилам чтения Корана. Рахман Мирджан Хазрат, за вступление. Дорогие друзья, начнем нашу презентацию. Она будет проходить в формате диалога. Как было уже сказано, учебно-методический комплекс «Новый метод преподавания таджвида» является итогом нашей 7-летней работы. Это не лабораторная книга, а полевое исследование, которое длилось с 2015 по 2022 год. Хотя работа не прекращается и по сей день. Мы продолжаем развивать УМК дальше. Мы получили отзыв и одобрение на издание учебно-методического комплекса от муфтия шейха Равиль Хазрата Гайнуддина. УМК рецензирован преподавателями и научными сотрудниками Московского исламского института и Центра исламских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Мирджан Хазрат, первое, что бросается в глаза у всех, кто туда пришел, это 4 тома. Скажите, пожалуйста, почему их так много? Из чего состоит учебный комплекс? Новый метод преподавания таджвида – это объемный по содержанию и многогранный по использованию. Он представляет собой 3-томный комплекс, поделенный для удобства на 4 части. Первая часть посвящается изучению арабского алфавита и введению в науку таджвид. Второй том, разделенный на 2 части, это сам учебник и практикум. И 3-й том – это рабочая тетрадь к основному курсу. Гульнас Ханум, у меня также возник вопрос по поводу цветного оформления этого труда. Почему обложки такие разные? Дизайн обложек всех томов выполнен в едином стиле. В качестве дизайна был выбран татарский орнамент, но выполнен в разной цветовой гамме. Это было сделано для того, чтобы и учителю, и ученику было легче ориентироваться в учебном комплексе, ассоциативно выбирая нужный ему том. Например, если преподаватель говорит «открываем домашнее задание», ученики сразу берут красную книжку. Мирджан Хазрат, а за какой срок можно освоить этот объем информации? УМК рассчитан на 2 года обучения при нагрузке 2 академических часа в неделю. С тематическим планом и нагрузкой можно познакомиться в конце каждого тома. Помимо теории и практики, комплекс содержит в себе суры 30-го джуза для отработки чтения. Курс не включает в себя техники заучивания Корана. Мы считаем, что на первом этапе необходимо наработать навыки правильного и беглого чтения, и лишь потом переходить к заучиванию. Скажите, пожалуйста, возможно ли пройти программу за более короткий срок? Ведь все-таки 2 года это немало. Да, апробация проходила на курсах с различной интенсивностью. Мы пробовали набирать различные группы разного стартового уровня и возраста. Среди наших учеников были как начинающие с нуля, так и те, кто уже знал буквы. Были и 13-летние подростки, и 70-летние бабушки. Мы проводили занятия с различной нагрузкой и наблюдали за результатами. В течение 7 лет около 300 человек прошло обучение по данному методу. Мы проводили также такие интенсивные курсы. Например, в течение 10 месяцев это курсы выходного дня при мечети с нагрузкой 2 академических часа в неделю, уровень учеников с нуля.
Также интенсивный курс таджвида в течение 5 месяцев с нагрузкой 4 академических часа в неделю, стартовый уровень учеников знания алфавита, то есть мы сразу переходили ко второму тому, минуя первый. И самый сложный курс — это научись читать Коран за Рамадан с нагрузкой 9 академических часов в неделю. Мы встречались с ними 3 раза по 3 академических часа, и стартовый уровень учеников знания алфавита. Освоение программы возможно и в такие сжатые интенсивные сроки, однако этот формат подходит не для всех. Ускоренный темп возлагает большую ответственность как на преподавателя, так и ученика, но в большей степени на ученика, ведь он должен успевать выполнять задания в сжатые сроки. Поэтому рекомендуемым темпом прохождения программы с учетом возрастных особенностей группы является 2 года с нагрузкой 2 академических часа. И нужно сказать, что интенсивные курсы не включали в себя отработку сур 30-го джуза. У меня еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вы проводили преподавание в классической форме, то есть в классе, с доской, с партами, или были какие-то другие формы обучения? Нет, мы апробировали его в разных форматах. Все началось, конечно же, с общепринятых форм, это обучение из уст в уста, в классе за партами. До марта 2020 года, то есть обучение проходило в мечети на воскресных курсах. Но, как говорится, нет худа без добра. Коронавирус и связанный с ним карантин внес коррективы во все сферы жизнедеятельности человека. Образование также было переведено на дистант. Изначально мы скептически относились к данной форме обучения, не воспринимая ее серьезно. Однако с целью повышения квалификации нам самим пришлось пройти обучение на различных онлайн-курсах через специализированные платформы. И увидев пользу, эффективность и широкие возможности данных площадок, мы со своими коллегами, которые принимали апробацию в данном учебном комплексе, решили опробовать нашу методику и в онлайн-пространстве, открыв свою школу таджвида арабского языка на платформе GetCourse и зарегистрировали ее официально. Когда мы решили открыть нашу школу, мы подали документы в нужные инстанции, в том числе в Министерство науки и образования, и милостью Всевышнего через определенное время мы получили положительный ответ, и сегодня мы имеем бессрочную лицензию на преподавание таджвида по данной методике в онлайн-школе Калам Университет. За 2 года обучения в онлайн-формате мы обратили внимание, что коэффициент полезного действия учеников данной формы обучения порой превышает показатели классической формы обучения. Дамиджан Хазрат, у меня следующий вопрос к вам. Почему УМК имеет такое длинное и сложное название, непривычное для слуха? Новый метод преподавания таджвида. Действительно, есть такая хорошая русская поговорка, говорят, как назовешь корабль, так он и поплывет. Мы долго думали о том, как назвать эту работу, и у нас появилось 2 рабочих названия. Это практикум по таджвиду и муаллим салис. Что касается первого названия, то мы отказались от него, потому что в процессе работы над комплексом он превратился не просто в практикум, а в полноценный комплекс, в котором даются не только классические упражнения, задания, но и нечто необычное. Вот. Ну а что касается названия Муаллим Салис, мы от него отказались, потому что считаем себя, может быть, недостойными нести такое имя Ахмадхади Максуди. Есть известная книга Муаллим Сани. Мы хотели быть продолжателями, но все-таки подумали, что это отдельное его достижение. Вот. И думая о том, как все-таки мы его назовем, мы взглянули, посмотрели и обратили внимание на то, что есть здесь какие-то крупинки чего-то нового. И в голове возникла мысль джадид, по-арабски джадид, и решили назвать его «Усулюн джадида фи та'лими таджвид». Это название нам показалось благозвучным, интересным. К тому же оно отражает и напоминает общественное движение конца 19-го, начала 20 веков в среде мусульманских народов царской России, которое явилось прорывным в исламской умме. И потом уже это название «Усулюн джадида фи та'лими таджвид» перевели на русский язык
и получился новый метод преподавания таджвида. Ахмад Хазрат, российская умма в течение последних 30 лет пробуждается после длительной спячки в атеистический период. За это время было издано много книг по таджвиду. А в чем же актуальность вашей работы? Зачем нужна еще одна книга по таджвиду? Если вы снова обратите внимание на стенд, то увидите, что действительно книг по таджвиду очень много, потому что таджвид — это важная наука, занимающая особую роль в мусульманском образовании. Именно с нее начинают все, кто встал на путь познания Творца. Чтение Корана является поклонением, способствующим душевному умиротворению и объединению членов семьи и общества. Даже когда религия считалась опиум для народа, в широких массах проводили собрания, мяджлисы, посвященные Корану. Но мир не стоит на месте, научно-технический прогресс проник во все сферы жизни человека, кругом нас окружают информационные технологии, и стар, и млад активно пользуются гаджетами, и в образование внедряются инновации. Занимаясь теоретической и практической педагогической деятельностью, мы пришли к выводу, что имеющиеся пособия по таджвиду не до конца удовлетворяют запросы современного общества. Исламские дисциплины в целом и наука таджвид в частности уже требуют что-то нового, современного. И таким образом мы осмелились взять на себя ответственность и представить читателям науку таджвид в новом формате, надеясь, что этот формат способствует более эффективному преподаванию. Гульназ Ханум, скажите, пожалуйста, что подвигло вас взяться за эту трудоемкую и долгосрочную работу? Ведь 7 лет – это не маленький срок. Есть такая поговорка: «Нужда – мать изобретений» или «нужда – двигатель прогресса». Я бы хотела поделиться с вами историей, как эта работа зародилась, с чего она начиналась. Изначально не было цели написать книгу и издать. Передо мной стояла конкретная задача, которую нужно было выполнить. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, завещал нам делать все наилучшим образом. И итогом этого усердия стала данная работа. Началось все давно, в 2015 году, с группы учениц продолжающего уровня. Их было 8-9 человек. Они умели читать Коран, но совершали ошибки при чтении и не видели эти ошибки. К тому же читали разные издания, что в будущем сподвигло нас на то, чтобы провести сравнительный анализ между разными изданиями Корана. Задача была следующая: исправить чтение этой группы и заполнить пробелы в теории. Как говорится, на войне все методы хороши, мне приходилось что-то делать. Мы провели с ними несколько занятий таким образом. Как всегда, они читают, я проверяю, исправляю неясные моменты, корректирую их ошибки. Была проблема между теорией и практикой. Теорию они знали, но не видели ее, либо не знали, как эту теорию применить в Коране. Такой формат занятий меня не удовлетворял, потому что приходилось останавливаться на каждом слове и разъяснять правила. Я подумала, это легче заново пройти эти правила таджвида, чем исправлять каждое слово. В голове постоянно крутился вопрос: как же сделать так, чтобы они начали видеть эти правила в Коране? Перед глазами возникало нечто рабочей тетради. Перебрав домашнюю библиотеку и я не нашла нужные мне книги. Как правило, учебники по таджвиду, у меня их много, то есть это не маленькая у меня библиотека. Как правило, учебники по таджвиду имели одинаковую структуру. Содержали теоретический материал, наглядный пример, но не было достаточного материала для проработки темы учеником, что выполняло бы функцию моста при переходе помогающему ученику перейти от теории к практике, тем самым закрепляя материал. Я подумала, нужно дать им какое-то письменное задание, чтобы они, поработав с ним, нашли правила в тексте. Не найдя нужного материала среди моих книг, у меня возникла идея. Может быть, создать подборку таких упражнений самостоятельно. Вы можете видеть на слайде, с чего мы начинали. Вот такие вот первые были распечатки. Правда, на фото другие ученицы. К сожалению, фото первых моих учениц той группы нет. Тогда мы еще не фоткали специально. Вы можете, конечно, сказать, что сейчас уже на рынке есть книги по таджвиду, рабочие тетради издаются. Да, действительно, примерно с 2016-2017 года начали появляться рабочие тетради по таджвиду, однако наш учебный комплекс отличается от имеющихся работ, и главная его фишка в том, что это специальная подборка аятов по нарастанию уровня сложности. Об этом мы расскажем чуть позже.
вы можете видеть, да, вот с чего мы начали и милостью Всевышнего, к чему мы пришли. То есть итогом этих усердий стала вот эта работа. Нужно, конечно же, отметить, что для разработки и внедрения какого-то метода, конечно же, необходима профессиональная подготовка. Милостью Всевышнего это не просто так взять и написать книгу. Сидел и решил написать. Милостью Всевышнего мне посчастливилось закончить Казанский федеральный университет, факультет татарской филологии и истории, где нам дали хорошие знания по педагогике, методике преподавания. Мы проходили практику в школе, то есть было понимание, как работать, какими инструментами пользоваться. У меня дома имелись различные книги по методике преподавания татарского языка, и я подумала, почему бы не перенести этот опыт, эти знания на дисциплину таджвид. И, конечно же, основой моих религиозных знаний, то есть таджвид, который я получала и другие науки, это Казанская высшая мусульманская мадресе Мухаммадия. Вы можете его видеть на слайде. В 2017 году я поступила в стены данного Московского исламского института на факультет теологии с целью повысить уровень своей квалификации. Но вернемся обратно. На составление практических заданий меня сподвигло также то, что наша старшая дочь училась в начальной школе. У кого есть дети, знают, что домашние задания — это рабочие тетради. Подчеркнуть, выделить, там, соединить стрелками, написать какие-то схемы и прочее. И я подумала, это же эффективный метод для закрепления темы. Зарождался наш УМК очень просто. Мои ученицы знали теорию, но им не хватало примеров для закрепления этой теории. Я начала составлять для них упражнения к уроку. Копировала аяты, вставляла их в Word, оформляла их в задание и распечатала, приносила им на урок. Пришла идея использовать цветные ручки для выделения правил в тексте. Просила учениц искать нужное правило, отмечая его цветом, ведь у меня была задача сделать так, чтобы они научились видеть правила в Коране. Я просила их, возьмите красную ручку и выделите мне все правила удлинения на 2 счета красным цветом. Найдите мне танвины, выделите их зеленым цветом. Найдите таждиды и выделите их синим цветом. То есть, соответственно, чтобы они прям каждое слово анализировали и разбирали его по правилам. Вот таким вот образом начался этот длинный путь, который длится и по сей день, я думаю, будет продолжаться и дальше, иншаллах. Проходили недели моего эксперимента, на каждый урок я подбирала материал, после урока возвращалась домой, садилась за компьютер и вносила корректировки. Меняла местами аяты, сложные примеры удаляла, искала и добавляла более легкие. Прошел год, и у меня набралась такая пачка распечаток. Параллельно к ним я еще рисовала им схемы фломастером на бумаге, потому что в графических редакторах тогда еще я работать не умела. И поворотным моментом в судьбе этих распечаток стал один случай. На индивидуальное занятие ко мне пришла одна женщина, она была педагогом английского языка, и нужно было проверить ее чтение и подкорректировать произношение. Я достала ей свою пачку распечаток, чтобы показать ей нужный пример. И она заинтересовалась, а что это, где это можно взять? И я ей сказала, это как бы вот мои наработки, и она сказала мне, да это материал на целый учебник, его же надо издать. Эта мысль осела у меня в голове и не давала покоя. И ее оценка именно как педагога имела для меня важное значение, потому что ученикам всегда все нравится, но когда тебя оценивает педагог, это уже как-то придает уверенности. Далее я поделилась, и самое интересное, что с этой женщиной мы встретились только 2 раза, и больше наши пути не пересекались. То есть Аллах ее послал, возможно, чтобы донести до меня эту мысль. Я задумалась над сказанным ею, поделилась с супругом, и совместно приняв решение масштабировать наши идеи, мы начали собирать все в один файл. Естественно, материал был сырой, нуждался в апробации на других учениках и требовал доработок. Супруг начал проводить занятия в своих группах, я продолжала своих. Также в апробации участвовали наши знакомые учителя, с которыми мы делились своей работой, мы давали им свои распечатки, предлагали им наш метод, чтобы они также попробовали по нему обучать своих учеников. И они помогали нам улучшать данную работу. Постепенно собранный материал приобрел вид практикума с упражнениями и заданиями. Изначально он не содержал в себе теоретического материала. Однако в ходе работы мы обнаружили, что в русскоязычном пространстве мало освещены, либо практически отсутствуют некоторые темы и термины. Например, мы узнали, что есть такое правило мат-бадаль, мат-вайват, которые в наших учебниках не были отражены. И мы начали постепенно углубляться уже в науку таджвид, изучая арабские источники, и затем приняли решение добавить теоретический материал в наш практикум. И постепенно он стал расширяться и перерастать уже в полноценный учебный комплекс.
В том, что пособие приобрело такой законченный вид, конечно же, заслуга и наших коллег, которым мы показывали свои наработки, и они давали нам ценные советы. Например, структурировать параграфы, используя модульную систему, использовать иконки для оформления заданий, как в английских учебниках, сделать озвучку упражнений и так далее. То есть мы принимали те советы, которые нам давали, и прислушивались к их мнению. Следующим поворотным событием стало то, что в 2017 году я поступила в Московский исламский институт. И, будучи на первом или на втором курсе, вот сейчас точно не помню, Зиля Акзамовна дала нам задание по русскому языку написать аннотацию к своей будущей книге. Я подумала и спросила: Зиля Акзамовна, у меня есть наработки по таджвиду, можно я напишу аннотацию к ним? Она сказала: конечно, принесите, покажите. И таким образом аннотации, которые имеются к учебному комплексу, были написаны вот для зачета, и с помощью Зили Акзамовны они были подредактированы и нашли свое место в нашем комплексе. Далее я принесла Зиле Акзамовне часть распечаток и для того, чтобы посоветоваться, а как же мне быть, что можно с ними сделать. И Зиля Акзамовна мне посоветовала в будущем выдвинуть работу на дипломную и взять в рецензенты Фарид Устаза Гараева, так как у него богатый опыт преподавания арабского языка. Я принесла ему тоже часть работы, и Фарид Устаз мне, посмотрев, оценив, посоветовал приложить еще усилий и довести его до ума, создать учебно-методический комплекс по таджвиду, который содержал бы в себе все необходимое как для учителя, так и для ученика, чтобы у них не было необходимости искать материал на стороне. И также Фарид Устаз мне посоветовал разбить материал на тома, расписать методические указания для учителя, написать учебную нагрузку, тематический план, сделать озвучку как Бейна Ядай и много других полезных советов. Также на втором курсе с Фарид Устазом мы писали курсовую работу по историографии науки таджвид, так как данная тема была мало освещена в русскоязычном пространстве. Конечно, и он мне предложил затем результаты этого исследования включить в УНК. Конечно, на данную тему имеется хороший материал, кандидатская диссертация Аганиной Гульчиры Рашидовны. Однако для большинства читателей эта информация недоступна, так как она написана академическим трудом и хранится в библиотеках. Итак, нами были взяты арабские источники и осуществлен перевод на русский язык по историографии науки таджвид первых 5 веков по хиджре. Затем эта информация нашла отражение в 9 модуле вводного курса. Но так случилось, что волею судьбы мне пришлось перевестись на 3-м курсе из Московского исламского института в Казань и продолжить исследование здесь мне не удалось. Однако тема ВКР, которую я исследовала в Казани, была не менее значимой для меня. Тема звучала следующим образом: женщины-мударисы конца 19-го, начала 20-х веков, о том, как татарские женщины открывали новые методные школы для девочек. Эта тема для меня была актуальна, так как мы вынашивали идею открытия онлайн-школы. Итак, за 4 года нами был собран определенный материал по МК, и в 2019 году мы приняли решение, что можно уже готовить его к печати. Начали с поиска спонсоров. Найдя нужные средства, мы наняли дизайнера, верстальщика, арендовали студию звукозаписи, записали фонограммы, отдали на корректуры и прочую подготовку макета. Период верстки длился 3 года, как сказал Дамир Хазрат. Макет был сложный и капризный. Арабские шрифты слетали, направление текста путалось, цветовое выделение также представляло сложность, то есть нужно было одну букву в слове выделить, это тоже представляло сложность для дизайнера, это для них было также испытание. Но с помощью Всевышнего все завершилось наилучшим образом. Во всем есть благо. Порой мы расстраивались и отчаивались, что не видно конца и края данной работе, и издание затянулось. Но Аллах Та'аля всегда поддерживал нас, показывая свои знамения. И мы убеждались, что все идет так, как должно быть. Например, изучая историографию науки таджвид, мы узнали следующее, что ученый 5 века по хиджре Макки Аль-Кайси, автор книги Ар-Риая «Забота», составлял свой труд в течение 30 лет. И по сравнению с ним наши 5-6 лет, которые мы потратили, казались нам каплей в море. И это придавало сил и уверенности и настойчивости идти дальше. Период подготовки макета к печати совпал с карантином, как мы уже сказали, 2020 год, последние 3 года. И в преподавании мы решили перейти на онлайн-формат. Несмотря на то, что учебник был на верстке, мы продолжали делать распечатки, преподавать и вносить корректировки, отшлифовывая методику дальше. Опробовав онлайн-форму обучения, мы увидели в ней много плюсов.
И возникла идея создания поурочных презентаций, разработка карточек для дополнительного чтения. И для того, чтобы внедрить эти навыки, я прошла обучение на графического дизайнера для того, чтобы научиться работать в редакторах, потому что я вообще не умела делать никакой презентации. И милостью Всевышнего за эти 2 года было составлено более 130 презентаций КУМК, с которыми мы вас познакомим. Они все находятся по QR-коду, который находится на обложке. Но это еще не предел, то есть мы продолжаем работать над дополнительными материалами и дальше. И милостью Всевышнего вот эта система QR-кодов, я помню, что я расстраивалась из-за того, что QR-код принял такое отрицательное значение в обществе, а мы его только открыли для себя. Но милостью Всевышнего вот эта система QR-кодов, использованная нами, позволяет загружать материал, огромное количество материала без ущерба для читателя. То есть читатель даже не замечает то, что мы там подработали, отредактировали и загрузили файлы заново. Я поделилась этой историей с вами в качестве личного примера, потому что для кого-то, возможно, это будет толчком для развития. Может быть, у кого-то есть свои наработки, идеи по другим дисциплинам, и он не знает, как ему быть. Написание и издание книг – это трудоемкий процесс. Не бойтесь, делитесь своими идеями со знающими, опытными и компетентными людьми, и они обязательно, и Аллах Та'аля обязательно через них вам укажет путь, правильный путь. Помню, как-то мы не могли решить один вопрос, вот о нем Фарид Устаз тоже упоминал. Мы не знали, как нам загрузить аудиофайлы к учебнику. То есть у нас была идея, как записать диск, но мы понимали, что диск это уже прошлый век, может быть, выложить на сайт, но сайта у нас нет. Мы не знали, как вот это все загрузить. И произошел один такой случай, когда мы ломали голову над этим вопросом. Один прихожанин подарил вот Дамирджан Хазрату турецкий Коран с QR-кодами. Когда мы его открыли, начали читать, там написано вот «Арабча динля», мы его просканировали и удивились, что оказывается вот же оно решение вопроса, Аллах Та'аля нам его показал, привел, подарили даже, домой принесли. И мы изучили в интернете, как работает система QR-кодов, что это можно самим сделать, то есть есть ресурсы, на которых можно создавать QR-коды, и решили применить эту систему. Вот такая вот история, как начался этот путь. Спасибо, Гульназ Ханум, что вы поделились личной историей. На первый взгляд, слушая вас, кажется, что все шло по маслу и без проблем. А были ли какие-то трудности и как вы их решали? Конечно же, были и трудности, без испытаний никак. Ну, самое сложное, я бы сказала, что это сохранение баланса. Какого баланса? Баланс в исполнении взятых на себя обязанностей и соблюдении прав окружающих. Работа над УМК требовала жертв в отношении себя и своих близких. Порой им приходилось лишаться нашего внимания для того, чтобы эта работа вышла в свет. То есть где-то мы не досыпали, и где-то у нас не было выходных для того, чтобы закончить задуманное. Поэтому самое сложное это было вот соблюдать вот это равновесие. Конечно же, были и другие трудности, например, технического характера. Это приведу один пример. В 2018 году был такой случай. Вечером я работала за компьютером, закрыла файлы, сохранила, утром открываю, файла нет. То есть вся папка отсутствует. Вбиваю в поисковик таджвид, папка называлась таджвид, вбиваю в поисковик, он мне выдает, файл удален или перемещен. И в жар, и в холод бросает меня, и в пот. Я не понимаю, где файл. Несколько раз вбиваю, выдает один и тот же результат. Файл удален или перемещен. Поняв, что я ничего сама сделать не смогу, вызвали мастера, который милостью Всевышнего несколько часов поковырялся, восстановил, нашел нам файлы. Оказалось, это вирус, проникший в компьютер, повредил именно один файл. На мой вопрос, почему из всего компьютера поврежден только именно этот файл, который был мне нужен, но он сказал, наверное, потому что вы им часто пользовались. Но это было испытание от Всевышнего. Почему такая ситуация произошла, что я потеряла файл? Потому что я не знала, что, оказывается, нужно иметь копии работ еще на внешних носителях. Точнее, я не осознавала важность. Я думала, искусственный интеллект — это будущее, из него ничего не должно потеряться. Но вот такое испытание нас постигло. И после этого, естественно, мы купили жесткий диск и стали после каждой работы за компьютером вносить туда правки и еще и дополнительно распечатывать, потому что надежной бумаги ничего нет. Также, например, сложность у нас была в том, чтобы найти дизайнера на проект, потому что мы звонили
3-4, наверное, верстальщика обзвонили, и каждый из них нам отказывал. Говорили, работа сложная, арабский текст, нет, тексты, таблицы, схемы, то есть они сначала просят как бы образец, увидев образец, говорили, нет, мы не будем браться. И мы уже порой падали духом, ну как же так, идея есть, а воплотить ее некому. Но, альхамдулилля, милостью Всевышнего, наши пути сошлись с Айдаром Марданшиным, это владелец студии Март Дизайн. И, встретившись с ним, рассказав наши идеи, он заинтересовался нашим проектом и взялся за его реализацию. И в течение вот этих 3 лет мы активно сотрудничали с ним. Ну и найти финансирование также была отдельная история, то есть для того, чтобы эти все задумки дизайнера сделать, сначала нужно было найти спонсора, но милостью Всевышнего, приложив усилия, Аллах Та'аля послал нам таких людей, которые взялись за реализацию данного проекта. Спасибо, Гульназ Ханум, что поделились своим ценным опытом. Дамиджан Хазрат, скажите, пожалуйста, а в чем новизна вашего учебного комплекса? Мы не претендуем на абсолютную новизну. Все новое – это хорошо забытое старое. По содержанию и использованию труд в него вошли вопросы из смежных дисциплин, таких как короноведение, история, языкознание, эстология, психология и другие. Ну и среди новшеств, которые имеются в этом труде, можно упомянуть следующее. Во-первых, это мотивационные материалы каждому уроку, ассоциативное обучение, историография науки таджвид, первые 5 веков хиджры, фонограммы с упражнениями к сурам, фонетические диктанты, электронные тесты в Google форматах, красочные презентации, разработка отдельной рабочей тетради, составление карточек для дополнительного чтения в PDF формате, представлен этикет по отношению к Корану, приведен сравнительный анализ 3 изданий Корана. ОМК адаптирован для онлайн-преподавания. На следующем слайде вы можете познакомиться с статистикой того, что вошло в ОМК. Правда, здесь не отражены презентации, так как они были внедрены на последнем этапе создания труда. Какие педагогические принципы вы используете в новом методе? Известно, что лучшим учителем является пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям. Составляя ОМК, мы пользовались теми же принципами, которыми пророк, алейхиссаляту вассалям, воспитывал своих последователей, и сочетали их с современной дидактикой и инновационными технологиями. Среди этих принципов можно перечислить следующие. Это следование от простого к сложному, междисциплинарный подход, принцип наглядности, воздействие на различные механизмы памяти, визуальные, письменные, аудиоматериалы, систематический контроль успеваемости в виде самостоятельных и контрольных работ, структурированная подача информации согласно принципу систематичности и последовательности и принцип функциональности, отраженный в том, что те знания, которые получают на уроке таджвид, ученики уже могут использовать в пятикратной молитве и при чтении Корана. Ахмед, а на какие труды вы ссылались при составлении ОМК? Научно-методологической базой для ОМК послужили следующие труды отечественных авторов. Это Агаина Гульчара Рашидовна, ее алфавит рецитация Корана, Лебедев Владимир Васильевич, удостоивший нас честь присутствием своим. Это «Учусь читать Коран по-арабски», Харисова Галима Ханом, чтение священного Корана, Алеудинов Ильдар Хазрат Рифатовича, таджвид, а также зарубежные авторы, как Айман Рушди Суайд, его иллюстрированный таджвид, и Ганим Каддур Аль-Хамад, облегчение изложения науки таджвид. Ахмед Дамиджан Хазрат, а теперь давайте... скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то инструкция для людей, которые впервые видят этот учебник? Конечно же, на нашей презентации не так много людей могут собраться, и поэтому мы, подумав об этом, в каждом томе написали методические рекомендации для того, как пользоваться этим комплексом. Ахмед, а теперь давайте перейдем к каждой части по отдельности. Познакомьте нас, пожалуйста, со структурой вводного курса. Вводный курс, то бишь первый том, он состоит из 9 модулей, 8 из которых это изучение арабского алфавита и отработка чтения.
За основу взят труд известного татарского богослова и педагога Ахмад Хади Максуди, Муалим Тани, мой второй учитель. Мы дополнили его метод преподавания арабского алфавита теорией, упражнениями, фонограммами, цветными таблицами с написанием букв. Урок начинается с мотивационного материала. Несколько минут, потраченных на актуализацию, несут в себе воспитательную функцию и необходимы для того, чтобы учитель и ученик настроились на плодотворную работу. Затем следует разъяснение артикуляции звука и написания буквы. Практика показывает, что многообразие написания арабских букв порой пугает русскоязычного читателя. Поэтому мы выделили соединительные элементы букв красным, а хвост буквы в конечной форме зеленым цветом. Тем самым хотели показать, что буква, она единая по форме, но имеет такие нюансы. Эту идею воплотить в жизнь было достаточно сложно. Мы искали каллиграфов в Москве, в Казани, в Каире, но не могли их найти. Для реализации этой идеи на помощь пришла студия Mar Design, воплотившая наши задумки с помощью компьютерной графики. После теории следует упражнение на отработку чтения. В качестве вспомогательного материала ученику предложена транскрипция и аудиосопровождение с помощью QR-кода. Можно было бы обойтись и без транскрипции, потому что она играет роль костылей для учеников, однако практика показала, что ученикам старшего возраста трудно запомнить материал с первого раза. Далее следуют различные письменные задания, цель которых освоение арабского письма. С помощью упражнений на транскрипцию слов с кириллицы на арабицу и фонетических диктантов шакирды учатся соединять буквы между собой и отрабатывают навык письма. Такой же тип упражнений используется в учебнике арабского языка Ковалева-Шербатова. Выполнение заданий на 75% обеспечивает прочность усвоения навыков. После упражнений ученик отвечает на вопросы, что позволяет закрепить теорию. Изучение алфавита завершается контрольным чтением. Для проверки ученику предлагаются слова, которые не встречались ему на уроках. Успешное освоение вводного курса служит надежным фундаментом для изучения арабского языка и науки таджвид. 9-й модуль первого тома – это введение в науку таджвид и ее историография в первые 5 веков хиджры. В качестве наглядного материала дается презентация, подготовленная Гульназ Ханум в рамках онлайн-школы Калам University. Ее можно смотреть и скачать с помощью QR-кодов. В конце модуля представлен список средневековых трудов по таджвиду. Это, конечно, информация будет интересна для специалистов, а не для начинающих. Учителя могут пользоваться табелем успеваемости для проставления оценок, что мотивирует и подстегивает учеников к улучшению своих результатов. Учебно-методический план с нагрузкой поможет педагогам правильно организовать учебный процесс, и не нужно тратить на это драгоценное время. Гульназ Ханум, расскажите, пожалуйста, про дидактические материалы, которые указываются, то есть на обложке есть вот такие QR-коды, и с помощью них можно получить дополнительные материалы, которые не вошли в книгу. Как было сказано ранее, за период коронавируса мы опробовали преподавание и в онлайн-формате, и увидели в нем много преимуществ. Для эффективности нового формата обучения мы разработали каждому уроку дополнительные материалы и разместили их на Яндексе. QR-код на обложке тома отправляет читателя в файловое хранилище, то есть он попадает вот в такие папки, где размещена различная информация. В первой папке это ознакомительная информация, инструкция к применению дидактических материалов. Во второй папке размещены поурочные презентации. Нужно отметить один момент, что на сегодняшний день не все файлы загружены в эту папку. Это связано с тем, что до прошлого года мы работали в редакторе Canva, но с определенного момента он заблокирован на территории России, и с ним можно работать только через VPN. И, соответственно, представляет сложность редактирования этих файлов. И сейчас мы переносим их из Canva в PowerPoint для того, чтобы могли редактировать. И для этого нужно некоторое время. Но вы можете видеть, как эти поурочные презентации
выглядят, для чего они нужны, когда мы ведем урок через Zoom, либо же через какое-то другое приложение, то можно выводить на экран демонстрацию, и учителю не нужно что-то писать, рисовать самому, у него имеется готовый материал. Эти презентации можно скачивать, то есть они в свободном доступе для пользования. Это облегчает, так как не нужно доступ к интернету, можно один раз их скачать себе на компьютер или же в память телефона, затем можно их отправлять в чат ученикам для того, чтобы они не сидели и не занимались сканированием на уроке. В третьей папке у нас находятся файлы с примерами из уроков. То есть это отработка чтения, as, is, us, am, are, умирать, все вот эти слова, мы их перевели в презентацию и вывели их на постраничные слайды. То есть вы видите на фотографии, как мы с учениками в онлайн-формате ими занимаемся. И также офлайн ученицы наши тоже занимаются по этим презентациям. Они удобны, так как на каждом слайде написано только одно слово крупным шрифтом. Это способствует концентрации внимания, он не отвлекается на посторонний шум. То есть он читает только то слово, которое выведено ему на экран. Также в следующей папке еще есть у нас дополнительные карточки. Это слова, которые не вошли в урок. Мы их придумали, скажем так, на начальном этапе придумали, затем мы брали слова из Корана, то есть подбирали их в рамках модулей, следуя принципу Ахмада Хади Максуди, разрабатывали вот эти карточки, они также выполнены постранично. Это дополнительное чтение для отработки материала. В следующей папке, это вот буквально недавно только мы загрузили, находится у нас тестирование. Эти тестирования были составлены в рамках нашего онлайн-проекта, в рамках онлайн-школы. Мы используем в Google тестирование, в Google формах, для того, чтобы ученику их пользоваться. Мы загрузили их, вот в предыдущий слайд еще раз открою, загрузили их в вордовских документах. Пока что не придумали другого способа, как эти ссылки на тесты можно загрузить. Но вот в Google формате дока они загружены. Ученику предлагается страница документа, где есть голубая ссылка. Нажав на эту ссылку, ученик попадает на Google тестирование. Эти тесты успешно работают, они уже второй год мы ими пользуемся и показывают хорошие результаты. Тесты можно проходить многократно до победного результата. И мы можем получать обратную связь от учеников и корректировать, если какие-то вопросы ученикам непонятны, мы их корректируем. И для того, чтобы внедрить эту систему тестирования, я поняла, что у меня знаний в этой области не хватает, и нашла онлайн-школу и прошла обучение по практической тестологии для того, чтобы внедрить эти навыки в наше обучение. Ну и в последней папке, там находится, сейчас вернусь обратно на слайд, в последней папке у нас находятся фонограммы к вводному курсу. То есть ученик может сразу скачать все файлы, не сканируя по упражнениям. Спасибо, Гульназ Ханум. А теперь расскажите, пожалуйста, о структуре основного курса, состоящего из 2 томов. Основной курс у нас состоит из 15 модулей. Для удобства пользования он поделен на 2 части. Это вот оранжевая книжка и зеленая. В первой части 7 модулей и во второй части 8 модулей. И 3-й том используется параллельно со 2-м, так как он является рабочей тетрадью к этому курсу. Скажите, пожалуйста, почему порядок тем в основном курсе отличается от классических? Например, тема вакф, остановки, выведена вперед, ведь обычно эта тема изучается в конце курса по таджвиду. Да, если вы откроете содержание 2-го тома оранжевой книжки, вы можете увидеть, что порядок тем отличается от классических. Ну, как мы уже вначале сказали, наша книга — это не лабораторное, а полевое исследование. Мы определили порядок этих тем путем проб и ошибок. Каким образом? Мы вводили темы в порядке частоты их употребления. Ну, если мы посмотрим, мы старались дать темы вводились по частоте употребления так, чтобы ученик мог читать максимально простые и легкие аяты из Корана. Это соответствует велению Всевышнего
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Факрау ма таяссара миналь Кур'ан. Читайте же то, что легко вам из Корана. Мы старались воплотить этот принцип от простого к сложному в жизнь. Что касается темы вакфа, то почему он выведен вперед? Вакф у нас изучается в 3-м модуле. Это тема вакфа выведена вперед для того, чтобы ученик сразу научился правильно останавливаться, усекая конечную огласовку буквы. С темой вакфа ученик знакомится после того, как ему знакомы такие темы, как мат, танвин, таждид, определенный артикль, лунные, солнечные буквы, тамарбута. То есть это минимальный необходимый набор правил, которые нужны для того, чтобы прочитать самый простой аят Корана. И после этого мы ввели тему вакфа для того, чтобы он научился еще и правильно совершать остановки. Димджан Хазрат, а теперь познакомьте нас со структурой уроков основного курса. С чего они начинаются? Модули начинаются с этикета по отношению к Корану. Они составлены, опираясь на тафсир андалузского ученого имама Аль-Куртуби, жившего в 13 веке. По воле судьбы из-за нестабильного политического состояния Куртуби пришлось переселиться в Египет. И этот 13 век, век мамлюков, в то время, как раз когда у нас на территории России процветала Золотая Орда. Заветы имама, высказанные 700 лет назад, остаются актуальными и по сей день, и несут в себе воспитательные функции. В начале параграфов размещены аяты Корана, хадисы, изречения праведных предшественников, выделенные в красивую рамку. Данные элементы призваны развивать эстетический вкус, мотивировать к обучению и преподаванию, напоминать о достоинстве получения знаний. Вслед за этим следует раскрытие правила и его тезис для заучивания, выведенные в красную рамку согласно принципу наглядности. В разъяснительных таблицах приведены коранические примеры, транскрипции и схемами, воздействующие на ассоциативное мышление. Правилам дается сравнительный анализ 3 изданий Корана: Мединский, Казанский и Стамбульский, так как в каждом из них имеются свои особенности графического обозначения правил таджвида. Нами выбраны были именно эти 3 издания, хотя еще имеются пакистанские, магрибанские и другие, по той простой причине, что на территории России и стран СНГ эти 3 издания наиболее распространены. Задания для закрепления составлены по нарастанию уровня сложности, согласно проблемно-поисковому и исследовательскому принципу. Они воздействуют на различные механизмы памяти: визуальную, слуховую и механическую. Упражнения с аятами даются с аудиосопровождением. После упражнений ученик получает ссылки на домашние задания. У нас конференция идет, поэтому я зашел на 2 часа, началось. Я только зашел. После упражнений ученик получает ссылки в основном курсе на домашние задания проверочного курса в 3-м томе. Это обеспечивает прочность усвоения знаний. Начиная со 2-го модуля ученику даются суры 30-го джуза для отработки чтения. Порядок сур выстроен в соответствии с пройденными темами. Эти короткие суры используются в ежедневной молитвенной практике, что соответствует принципу функциональности. Их также можно прослушивать или скачать. Модули завершаются самостоятельной или контрольной работой, расположенной в 3-м томе. Как и в вводном томе, на обложках основного курса имеется QR-код, отправляющий читателя в облако, где расположены дидактические материалы. Рахмат, Димджан Хазрат. Сизге рахмат. Гульназ Ханум, скажите, пожалуйста, как реализован принцип от простого к сложному в этом труде? Приведите примеры. Мы старались следовать завещанию пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям: «Яссиру ва ля туассиру, ва башширу ва ля тунаффиру». Облегчайте и не осложняйте, радуйте и не отвращайте. И следовали традиции Ахмада Хадима Максуди. Посмотрим на слайд, как же реализован этот принцип. Сначала первым модулем рассмотрим на примере первых 2 модулей. Сначала мы знакомим ученика с 3 такими терминами, как мат, танвин и таждид. Даем ему простые
слова для чтения, отрабатываем по дополнительным карточкам. И после этого ученикам предлагается подборка упражнений, подборка аятов в упражнения в рамках этих 3 тем. Ну, если вот, кто умеет, все, наверное, умеют читать, если вы посмотрите, да, это аяты короткие, простые, и ученик не встречает в них каких-либо сложных правил. То есть, читая такой простой аят, ученик чувствует удовлетворенность своим результатом. Далее, во втором модуле мы вводим еще 3 термина. Это определенный артикль, лунные, солнечные буквы, объясняем, что такое васлирование, и знакомим ученика с тамарбутой. И упражнение уже дается в рамках этих 6 тем, по возможности избегая непройденных тем. Конечно, этот принцип иногда приходилось нарушать, но в целом на усвояемость материала это никак не отражается. Когда материал дается с таким постепенным усложнением, это вселяет ученикам уверенность в своих силах. Они не боятся чтения Корана. Это основная проблема, когда ученики именно теряются между теорией и практикой. Они боятся читать Коран. К тому же некоторые считают, что чтение Корана с ошибками греховно, и это их вводит в ступор, и в результате некоторые не достигают своей цели, бросая чтение Корана вовсе. Поэтому следование этому принципу, мы надеемся, что оно облегчит ученикам перейти от теории к практике. Спасибо, Гульнас Ханум. Действительно, практика показывает, что набирается группа из 20 человек, и в конце остается всего лишь 10 или даже иногда 5. И, Дамиджан Хазрат, у нас остался проверочный том. Расскажите, пожалуйста, из чего он состоит? Вы не утомились, уважаемые слушатели? Нет? Ну, это уже последний том, завершающий. Итак, целью 3-го тома является развитие навыков чтения и проверка усвоенного материала. Из чего этот том состоит? Во-первых, с помощью заданий, нарастающих по сложности, мы проверяем их освоение материала. Вот. Задания разнообразные, они не однотипные, и устные, и письменные, они задействуют разные механизмы, слух, зрение, мелкую моторику. Вот. Потом идут опросы по теории. В конце параграфа необходимо ответить на вопросы. Отвечая на них, ученик лучше запоминает урок. Модули заканчиваются тезисами, записанными фиолетовым цветом, цель которых в том, чтобы обобщить пройденный материал, и они помогают при выполнении домашних заданий и подготовке к проверочным работам. Модули завершаются самостоятельной работой. Несколько тем объединены в контрольную работу, и в итоге учебный курс заканчивается итоговой работой. В конце 3-го тома представлены приложения в виде таблиц со схемами, краткой формулировкой правил таджвида с примером. Их можно использовать как на уроке, так и при выполнении домашних заданий. Ну и традиционно на обложке последнего 3-го тома тоже имеется QR-код, с помощью которого можно скачать все фонограммы к 3-му тому. Ну, дорогие друзья, давайте теперь подведем итог. Я чувствую, что вы устали уже долго нас слушать. Гульнас Ханум, расскажите, пожалуйста, какую пользу получит ученик, если он пройдет этот курс? Ну, мы надеемся, что по милости Всевышнего ученики, которые пройдут обучение, они получат базовые знания по фонетике, по письму и по правилам рецитации Корана. Также они преодолеют страх перед чтением Корана, приобретут навыки анализа аятов по правилам таджвида. В них они развивают в себе системное мышление. Также они будут мотивированы к обучению и преподаванию, приучат себя к ответственности и самодисциплине. И самое главное, начнут читать Коран так, как он дошел до нас по непрерывной цепочке от пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Дамиджан Хазрат, а какая же польза от этого учебного комплекса для учителя? Для учителя в комплексе тоже очень много пользы, потому что он получит готовый материал для преподавания. План и нагрузка помогут ему организовать учебный процесс. Междисциплинарный подход откроет возможности использовать разные инструменты для донесения коранических ценностей. Мотивационные материалы дают возможность повысить уровень нравственности. Проверочные работы помогают контролировать и оценивать успеваемость учеников.
Инновационные технологии экономят драгоценное время учителя. Новый метод служит фундаментом для изучения последующих наук, следующих за таджвидом, это арабский язык и толкование Корана. И в заключение мы выражаем благодарность Аллаху, который дал нам знания, силы, здоровье, терпение, настойчивость, благополучие и возможности для реализации и доведения проекта учебного комплекса «Новый метод преподавания таджвида» до конца. Желаем благословения и мир его посланнику, пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, членам его семьи и сподвижникам, ибо он донес до нас Слово Божье, ничего не прибавляя и не убавляя из него. Также наша благодарность нашим родителям, членам нашей семьи, которым приходилось лишаться нашего внимания, чтобы эта работа вышла в свет. Мы признательны всем нашим учителям, наставникам, воспитателям, коллегам из числа преподавателей и имамов, дававших нам ценный совет, и, конечно же, ученикам, которые участвовали в апробации, за их усердие и терпение на этом пути, а также всем благотворителям, спонсорам, внесшим свой вклад в издание труда. И мы надеемся, что новый метод преподавания таджвида станет весомым и продолжительным вкладом в развитие коранических наук, займет достойное место среди отечественной богословской литературы, обеспечит преемственность поколений и надеемся, что определит современный вектор развития учебных пособий по исламским дисциплинам. Также в заключение хотел сказать, что все люди ошибаются, и в этом труде очень много недочетов. Если мы достигли каких-то положительных результатов, то это всего лишь милость Аллаха, субхану ва тааля, а ошибки от нас. Просим Всевышнего простить наши прегрешения, окутать нас своей милостью и принять благие дела. Благодарим Всевышнего за это великое благо, оказанное всем нам. Благодарим всех, кто принимал участие в создании этого учебно-методического комплекса. И желающие его иметь могут обратиться в издательский дом Медина. Вот здесь есть телефон и также магазин Барака. Спасибо за внимание, за терпение. Ну, теперь слово передаем вам, чтобы вы могли высказать свои вопросы, пожелания, поделиться опытом, потому что среди нас собрались преподаватели, учителя, ученики, которые принимали участие в апробации. Пожалуйста, слово зрителям. Рахмат Дамиджан Хазрат, Рахмат Гульназ Ханум. Действительно, презентация получилась такой интересной. Не только само учебное пособие такое инновационное, да, но и сама презентация в формате интервью тоже в какой-то степени можно назвать инновационной, потому что этот формат уже, наверное, исключил возможные вопросы, которые могли бы последовать от наших участников. Но у нас есть еще некоторое время для вопросов от наших зрителей, участников. Также я попрошу быть активными и участников в формате онлайн. Напишите, пожалуйста, в чате, кто готов задать какой вопрос. И тут я вижу, Алмаз Хазрат поднимает руку, готов задать вопрос или какую-то реплику ставить. Пожалуйста. Огромная благодарность всем, кто принимал участие в издании такого учебника, потому что действительно очень часто задают вопрос, научились по-арабски читать, а что дальше? Да? Я сам являюсь вашим коллегой, я являюсь автором ОМК по истории пророков, то есть есть вот учебники, рабочие тетради, тоже несколько томов. Являюсь магистром истории, арабистом, и очень знакома вот эта ситуация, когда приходится выдумывать, распечатывать на бумагах формата А4, потом это просить учеников, чтобы они сложили все в одну папку, чтобы это все не потерялось. И ситуация, которую вы описали, когда вы готовили учебник, и у вас пропал этот файл, да, это тоже, к сожалению, очень знакомо. Я очень рад, что у вас в итоге это все получилось вернуть. А у нас такая ситуация бывала, к сожалению, не один раз. И когда мы готовили учебник по фикху, также от УМК, у нас случилась такая ситуация, когда мы решили, ну, поскольку там очень много творчества было, мы вообще писали его в тетради. И был такой большой трехтомник из 3 тетрадей по 96 листов, и на одном из мероприятий он просто пропал. И восстановить его уже не смог ни специалист по компьютеру, ни специалист по дизайну. Ну, альхамдулилля, ля кулли халь.
К сожалению, вот УМК по фикху в итоге до сих пор не вышел, но благо, что вышел по таджвиду. И вот вы сказали по поводу названия Муалим Салис, я хотел напомнить, да, почему Ахмад Хади Максуди назвал свой учебник Муалим Сани. То есть самое первое, как раз таки двигаясь от легкого к сложному, он давал знания про свой родной язык. То есть это Муалим Ауаль. Очень часто, к сожалению, приходится читать неправильную трактовку, что учебник это второй учитель. Нет. Муалим Ауаль давал знания о своем родном языке, Муалим Сани давал знания об арабском языке, как следующий этап. И далее уже шли учебники Шафахи, Мабдал Хараа и так далее. И вот, возвращаясь к тому, с чего я начал свою речь, это вопрос о том, что дальше. Мы научились читать. А что дальше? И вот то, что вы сегодня представили, это большая помощь, надеюсь, для всех педагогов, преподавателей России, СНГ. И я уверен, что данный труд будет дальше развиваться. Действительно, та ситуация, что за 100 лет лучше, чем Муалим Сани, к сожалению, исламское сообщество ничего не предложило, это огромные потери. И, может быть, вот где-то в каком-то из переизданий вашего учебника мы найдем вот это продолжение. И в завершение хотелось бы выразить огромную благодарность своему преподавателю Владимиру Васильевичу Лебедеву, который очень много дал мне в понимании арабского языка. И мы надеемся, что его труды также пополнят полки учеников и учителей мадресе всей России и СНГ. Большое спасибо. Владимир Васильевич, у вас, может, какой-то комментарий есть? Исам Хазрат. Так, вот я хотел представить, у нас Алмаз Хазрат, это председатель общины 7-е поколение. Вот, сейчас слово передается Исам Хазрату Камалову, ректору исламского мадресе, колледжа Московской области. Пожалуйста, Исам Хазрат. Спасибо большое. Представили вопрос такой короткий относительно махраджа хуруф. Вот, тоже при обучении у многих учеников возникает вопрос, то есть именно произношение буквы, как произносится, откуда произносится. Вот, если я просто не просмотрел, не успел ваших вот QR-кодах и так далее, презентациях именно относительно махраджа информация, первое. И второе, вот меня давно интересует этот вопрос, тут же Ахмад Хади Максуди и другие учебники, вот, там изучаются буквы, вот, тоже посмотрел, в определенном порядке, то есть это есть этому какая-то логика, или это просто буквы, или это зависит от махраджа. Вот я давно задаюсь этим вопросом, пока еще для себя не нашел ответ. Вы, я думаю, уже давно этой наукой занимаетесь, может быть, есть какая-то информация? Что касается первого вопроса относительно места артикуляции букв, да, на этот вопрос мы отвечаем, как буква рождается, как произносится и как пишется. Вот. В каждой букве есть этому посвященный материал. Вот. Что касается, почему Ахмад Хади Максуди выбрал такую необычную форму предоставления материала, то есть не начал там с алифа и не закончил я, это вопрос, конечно, ему, но его среди нас нет, поэтому мы здесь можем только предполагать. Лично мое мнение в том, что он начал с алифа, потом ра, то есть с тех букв, которые не соединяются с левой стороны. И их проще писать, их легче проговаривать. И потом, с точки зрения фонетики, если просматривать, по-моему, мне так кажется, но истину знает Всевышний, мы все только предполагаем, он в первую степень, в первую очередь брал те буквы, которые легко произносятся татарскими ребятишками. А вот сложные гортанные звуки, айн, там, айн и так далее, он их взял попозже. То есть начал объяснять чуть попозже. Спасибо, да. Владимир Васильевич, может, вы возьмете слово? Ну, раздаю дело. Спасибо большое. Демирджат Хазрат спросил нас,
а вы, говорит, не устали? Ну как можно устать? При такой замечательной презентации, замечательный абсолютно и очень богатый как и по информативности своей, так и по эстетичности. Очень джамаль, красота. Элементы красоты присутствовали, элементы эстетики. И плюс личные мотивы были очень уместны, очень кстати. И знаете, с учетом того, что здесь есть молодежь, которая в будущем будет этим заниматься, она как бы получила урок для себя, Что надо стараться. Что надо стараться, и что и этим вы можете, судьба может сложиться так, вы такими делами можете заниматься. А сейчас вы получили как бы мастер-класс, так сказать, не только самой работы в виде ее результата, но и процесса самого. Вот это важно. По-настоящему мы учимся, когда понимаем, как вещь рождается, как что-то порождается в этом плане. Махрадж упоминался здесь, это где происходит производство вот этих звуков. Это по поводу усталости. Ее нет и не могло быть. Огромное вам спасибо, потому что за всем этим скрывается высокое педагогическое мастерство. Помимо того, вот, с книгой еще, так сказать, надо разбираться, чтобы полностью оценить вот ее вещи. Но то, что я провел вот это время с педагогами высокого класса, вот это очень приятно, я не могу это не отметить. Вы знаете, я не могу не отметить, вот когда я получил письмо с приглашением на мероприятие, где ключевое слово «новый метод», вы знаете, я насторожился. Я насторожился, потому что я, кстати, уже настораживаюсь так лет 30, заслушивая это слово. Если есть новое, оно, если есть хейр, есть шар, есть шар, есть хейр. Если есть новое, есть старое. Вот они не существуют отдельно, они существуют друг с другом. И когда мы входим в сферу нового, что-то новое я создаю, я должен четко осознавать, а старое что дало и что оно не дало, и где я могу вставить себя и развернуться. Вот это, собственно, так сказать, вот я хочу, чтобы... Это тоже личный момент, вот, так же, как у вас. Я получил вот этот новый метод, и у меня определенная настороженность возникла. Что ее, так сказать, усилило, вот эту настороженность по отношению к слову «новый». Сейчас может показаться, я в сторону отошел, но тоже вот личный один эпизод. Я помню, первый раз я присутствовал на международном московском конкурсе чтецов Корана. Меня это мероприятие просто поразило. Многими своими аспектами. Я потом написал вот своим друзьям, которые пригласили. Меня, по-моему, даже в газете опубликовали вот это вот достаточно личное письмо. Что меня поразило? Ну, во-первых, атмосфера. Знаете, это невероятная совершенно. Сидели люди, там, по-моему, вместимость, я не знаю, как усилить, 6 тысяч или где-то. Но очень большой зал. И знаете, когда конкурсант вот читал, и вдруг он запинался. Абсолютная тишина возникала в зале. То есть все люди, слушающие, все были на одном дыхании с ним. Когда у него прерывала вот эта атмосфера. Ну, она вот просто, она мне вспомнилась, она вот непосредственно с нашим сегодняшним поводом не связана. А что связано? Вы знаете, и тогда мне пришла следующая мысль.
а я же то, что я сейчас слушаю, вот точно так же и никак по-другому говорили, произносили, читали Коран во времена пророка, его сахабы. То есть, понимаете, я даже вздрогнул от этого вот ощущения. То есть я слушаю Коран, и я оказываюсь тем самым сопричастным части той жизни, которая была, которая представлена в виде звучания. Потом шире, собственно, я подумал, когда мусульмане приходят в мечеть, это только мусульман касается. Они практически слышат то и так, как это звучало 14 веков тому назад. Понимаете, люди едут по свету, чтобы посмотреть на камни, пирамиды и прочее. Как они сохранились, их сохранила природа и прочие вот, вещи, скажем, дворцы, крепости, все это интересно. Вот это материальная культура. А ислам, исламская культура, исламская цивилизация, она смогла донести из далекого прошлого до сегодняшнего дня самое человечное, что есть в человеке, это речь. И вот в донесении, в неприкосновенности совершенно вот этой звучащей речи огромную роль сыграли учителя, те, кто собирал кружки, просто обучал Коран. А потом ученые, которые зафиксировали абсолютно все нюансы. Я чуть было не сказал, мелочи там нет, мелочей. Где там, кстати? Там это арабский язык. Арабский язык — это система. Это система знаков, которая существует в неизменном виде на протяжении, вы знаете, более 14 веков. Не меняется. По какой причине что-то меняется? Для чего оно меняется? Чтобы стать лучше. Чтобы достичь совершенства. А система, и таковой является арабский язык, которая не меняется, она тем самым говорит, что она достигла степени совершенства. Она совершенна сама по себе. Она совершенна, конечно, благодаря трудам многих поколений, которым удавалось из уста в уста передавать вот это звучание. И оно абсолютно достоверно. Сейчас то, что мы слышим, ну, конечно, в мечетях, там, где таджвид. Так вот, роль таджвида в сохранении вот этого, так сказать, во всей этой процедуре. То есть в том, что звучание Корана, там каждый харф Корана, их, по-моему, 230 с чем-то тысяч. Где-то в этом, не ручающийся за порядок верный. Каждое слово, каждый харф, а слов тоже где-то около 79 тысяч, тоже за точность не ручаюсь, но где-то вот в этих пределах. Понимаете, каждое из них сохранено, каждое слово изучено. Повторяю, слово и мельчайшая часть слова. Это не буква, это не звук, это харф. Считают по харфам. Это принципиальный момент, потому что вот сидящие и причастные к арабскому языку великолепно знают, например, что вау, это слово араб, да, в словаре есть это и там, или что-то еще может быть. А вы можете отдельно его написать от другого слова. Пишем след. Не можем. А почему? А потому что произнести мы не можем отдельно ни ва, ни фе, ни фу, ни фи. Мы носители арабской языковой системы. Поэтому, а почему не можем произнести отдельно? А
потому что, чтобы слово могло существовать отдельно, оно должно иметь две формы. Полную и паузальную. Поэтому паузальность, момент вот паузальности, это существенно, один из существенных моментов вот самой системы. Это не просто что-то в этом отношении. Вот эти мои, собственно, личные... И понимаете, я возвращаюсь, вот, что меня смутило. Думаю, ну хорошо, люди смогли поколение в поколение донести звучащую речь, что может быть нового? Что может быть нового? Сегодня я получил ответ на этот вопрос. Может, потому что средства донесения изменились, вот эти. Я возвращаюсь вот к мысли фундаментальной, которой мне хотелось бы, чтобы она дошла до нас. Новое со старым есть. И вот новое будет полезно, действенно, нужно, необходимо, если оно не отворачивается от старого, а если оно каким-то образом с ним согласуется. Это первый момент. И второй, в каждом фрагменте вот нашей жизни, которая нас окружает, в любой возьмите, есть две величины. Постоянная константа и переменная величина. Так вот, новые должны приходить исключительно к тому, что изменчиво в данном объекте, что может меняться. А есть вещи, которые не могут меняться, и насильственно их изменять нельзя. Поэтому есть вот фундаментальные, в каждой области есть фундаментальные какие-то свои части, к которым понятие новое неприменимо или желательно, очень желательно, если мы хотим сохранения жизни, как она есть, не применять, не включаться, не вмешиваться, не вставляться в эту сферу. Вот, собственно, с такими мыслями к вам пришел ваш сосед сейчас за этим столом. Спасибо, что вы меня... И спасибо вам за ваше внимание, когда слушали. Потому что внимание, когда оно есть, оно вдохновляет. Вот я не знал, что так я буду говорить, но вот ваше внимание, оно подсказывало. Поэтому я как преподаватель вам скажу, здесь я не единственный преподаватель. Вот это само занятие преподавания, это соработничество со студентом. И преподаватель тоже получает. Примите, пожалуйста, в виду. Всего вам доброго. Спасибо большое за внимание. Владимир Васильевич, большое спасибо за ваши очень ценные замечания и очень важную реплику. Вы нас погрузили в эти размышления и еще раз нам показали диалектичность нашей жизни во всем. И в этом, видимо, есть прекрасное, то, что создал Всевышний Творец, «Инна Аллаха джамиль». Уважаемые коллеги, у кого-то, может быть, еще какие вопросы, реплики? Да. Можно без микрофона? Владимир Васильевич, спасибо большое. И вам за такой труд, спасибо большое. Огромный труд выполнен. Но вот здесь в 4 книгах, все они одинаково называются, но ведь они разные. Вообще есть предмет таджвид. И есть методика преподавания таджвида. И должно быть уже по всем предметам вот, и сам учебник. Ведь 30 лет уже вот новой жизни мы преподаем, преподавание теологических дисциплин происходит. Сам предмет и методика преподавания этого предмета. Методика преподавания хадисов, фикха, вот отдельно. Здесь вот ощущение, когда название у всех одинаковое, все-таки есть ощущение путаницы. Это для тех, кто учится, или для педагога. То есть выполнена огромная работа, но мне кажется, что нужно разделить все-таки методическое пособие и сам учебник. То есть вот из этого богатства
из этого труда можно сделать дальше. Что надо делать? Учебник по таджвиду и методика преподавания таджвида. Отделить, это будет для преподавателей, это будет для учеников. Я думаю, вот я, наверное, ко мне будете относиться к такой вот ворчливости старшего поколения. Вот метро сейчас стало. По цвету мы должны определить, что это кольцо, записи убрали, что это вот фиолетовое, это моя Краснопресненская линия. Точно так же вы, молодая наша вот студентка, кого мы обучаем, вот в оранжевой книге это, мы не цвета различаем. Это вот с юных лет детей учат различать цвета. Вот карандаш, это очень важно теперь воспитание. Но есть другие поколения, но и вообще не только по цвету, но и по названию, мне кажется, они должны отличаться. Хотя вот, не перестаю вас удивляться, не перестаю восхищаться вами, какой труд, вообще уважаю любой труд. И хочу закончить словами Генриха Гейна о методике. Метод – это то, что произрастает из предмета, то, что исходит от самого содержания и исходит от логики преподавания предмета. Поэтому тоже действительно вот у вас в этой книге есть вот это то, что исходит Коран, таджвид преподавали веками, и выработался некий этикет, адаб преподавания. И вот этот адаб вы соблюдали, альхамдулилля. Я тоже, когда название увидела, 4 книги, и начинаешь листать. А вот это соблюдается, новый метод? Соблюдается. Действительно. Спасибо вам огромное за ваш большой труд. Благодарим вас, Гульфия Ханум. Еще раз хотел бы поблагодарить всех участников сегодняшней презентации, выразить особые слова благодарности Фонду исламской культуры, науки и образования, который выступил в качестве финансовой поддержки для издания этого учебного пособия. Поблагодарить издательский дом Медина, который выпустил это учебное пособие. Ну и пожелать нашим авторам продвижения вот этого проекта, учебного пособия, новый метод преподавания таджвида, чтобы это у вас была не последняя презентация, но чтобы эта презентация происходила и в других городах, чтобы большее количество людей были сопричастными к методам преподавания, которые вы предлагаете в своем учебном пособии, ну и чтобы большее количество мадресе, исламских учебных заведений высших также руководствовались и использовали это пособие в качестве основного в преподавании вот этой дисциплины таджвид. Еще раз всем большая благодарность и участникам, которые были с нами в онлайн-формате. Сейчас у нас перерыв объявляется на намаз, после чего мы всех вас ожидаем здесь, приглашаем сюда, где уже продолжим наше общение в неформальном формате за чашкой чая и кофе. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.